В зале бойцовского клуба «РЗИ» сегодня многолюдно. По сложившейся традиции здесь раз в неделю проводят совместные тренировки спортсмены самых разных спортивных клубов Ингушетии. Десятки бойцов, как профессионалов, так и ребят, выступающих пока в любительских соревнованиях, начинают тренировочный процесс с разминочных упражнений. Мы заметили, что в зале бойцовского клуба солидное пополнение спортивного инвентаря. Различные тренажеры, маты, бойцовские и боксерские груши, манекены для отработки приемов, ну и, разумеется, то, без чего не может обойтись турнир по ММА – бойцовская клетка. После завершения разминки спортсмены приступают к отработке приемов. Очень важно разогреть мышцы в неспешном темпе, чтобы не получить растяжение или другую травму. Затем бойцы приступают уже к самим спаррингам. Как мы уже сказали, сегодня здесь спортсмены из самых разных бойцовских и спортивных клубов Ингушетии. Профессиональные бойцы с солидным рекордом в ММА проводят совместную отработку приемов стойки с только готовящимися к дебюту в смешанных единоборствах спортсменами. Стартов много, бойцов у нас в клубе, как вы видите, тоже очень такое большое количество. Ребята выступают, так можно сказать, каждые выходные. Последнее выступление было такое яркое. Мусыр Рамхоева, нашего такого прославленного бойца. Молодого, перспективного очень.
Муса выступал в такой новой организации. Новая лига, новый формат. Лига развивается. Смысл в чем? За один день боец должен провести несколько боев. Делается так, чтобы каждый получил шанс. Борец, боксер. Сначала бойцы выступают в стойке, дерутся, потом в борьбе, потом уже ММА. Это делается для того, чтобы у каждого бойца, ярко выраженного или борца, или ударника, был такой шанс. И Муса очень ярко выступил во всех своих 3 поединках, что в боксе, что в борьбе, что в ММА. Выиграл свои поединки. Это говорит о том, что именно школа у нас, именно тренера, именно в отдельности и в общей связке работают очень так достойно, хорошо и научили и учат наших бойцов хорошо выступать. Мы, как я уже сказал, Муса выступил достойно. Следующее, и сразу же было еще одно предложение на выступление в другой лиге. Мы сейчас это обдумываем, обговариваем детали. Если нам это будет интересно, мы примем и выступим. Хамзат Аушев у нас тренер наш, именитый боец республиканский наш, готовится к старту тоже, в марте будет выступать. Чуть-чуть приболел, это бывает, ничего, время есть, вес гоняет. Организм ослаб, но Хамзат в хорошей форме, готовится, лечится, иншаллах. Все будет нормально, вес делает. И мы в начале марта в Алматы увидим такой достойный, яркий бой против представителя тоже борцовской школы. Хамзат тоже готовится. Хамзат готовит новые какие-то моменты для него, чтобы удивить, так скажем. С Исой Тангиевым отрабатывает разные приемы, разные связки. Я думаю, мы увидим хороший такой бой. Клуб развивается, мы развиваемся. Зал у нас есть, поддержка есть. Новый министр помогает, смотрит, подсказывает. Мы тоже общаемся, все нормально. Каждый четверг вы тоже к нам сегодня приехали. Вам тоже спасибо, то, что освещаете нас, в общем спорт. Нам это очень приятно, мы это ценим. Сегодня тоже много ребят приехало с разных клубов. Мы сделали такую базу, общий дом для ММА. Каждый четверг, 7 часов вечера, все у нас, все собираемся и обмениваемся опытом. После спаррингов пожимаем руки, общаемся, сидим. Как в братской обстановке. По словам президента клуба Мухаммада Машхоева, идея проводить общие тренировки и совместные спарринги созрела давно, но осуществить задуманное получилось не сразу. Как бы то ни было, отныне в бойцовском клубе РЗ один раз в неделю стабильно будет проходить вот такое массовое спортивное действие. На самом деле идея, я думаю, у каждого тренера, у каждого представителя тренера или директора клуба в нашей республике, а таковых у нас много, там порядка 10 клубов, у каждого была такая идея, у каждого есть такое желание, но почему-то это как-то не получалось, да? Может там из-за отсутствия инфраструктуры как таковой, может там отсутствие какое-то желание, но в любом случае у нас это желание было давно, не было возможности собирать такое количество людей в одном помещении, в одном месте. Но мы вместе с руководителями клуба, я и наши бойцы, старшие бойцы сели, подумали, пообщались, создали такой красивый, хороший, многофункциональный зал. Благо есть площадь, которая позволяет, чтобы принимать гостей, чтобы проводить эти спарринги. У нас получилось, мы, можно сказать, так, первооткрыватели в этом. Я думаю, если у нас получилось, у других тоже получится. Желание есть. Мы все как одна большая семья ММА. Сейчас мы развиваем еще дополнительно другой вид спорта, грэпплинг, и совместно с Федерацией борьбы
республики. Меня очень приятно удивила та политика, которая проводится Министерством спорта, руководителями и Федерации борьбы, и министром спорта именно в объединении всего общего нашего спорта в одно такое целое. И я думаю, что и ММА там благодаря тоже Вахе Шанхоеву, который поэтапно развивает данный вид спорта, и грэпплинг, и борьба в целом, и весь наш спорт объединится, и мы будем показывать хорошие, достойные результаты для республики. Несколько минут отработки и жестких спаррингов, затем небольшой отдых и вновь бой. Ситуация в зале максимально приближена к реальным поединкам в ММА. Первые раунды проводятся в стойке, затем бойцы работают уже по правилам смешанных единоборств. Некоторые стараются менять спарринг-партнеров после каждого раунда для того, чтобы проверить свою универсальность. 4 раунда мы провели спарринги по 3 минуты чисто по боксу. 4 раунда у нас сейчас спарринги по правилам ММА, ну по профессиональным ММА, да, по 5 минут. И в дальнейшем у нас будет сейчас, это последний раунд закончим, будет отработка у сетки, там, у стенки. И все, на этом на сегодня у нас растяжка заканчивается, основная часть тренировки. Как видите, народа много, там передвигаться, двигаться не у всех получается. Но я думаю, в дальнейшем мы будем выделять профессиональных бойцов, отдельно им проводить спарринги, там, взять в субботу или какие-то отдельные дни, утром или вечером после основной тренировки. А так, ребята есть, которые показывают себя в спаррингах, очень перспективные ребята у нас. Здесь на спаррингах мы уже начали их замечать. В числе спортсменов, приехавших в зал, и команда бойцовского клуба из Малгобека. Под руководством Башира Гагиева эти ребята уже добились немалых успехов в самых разных видах спорта. Но за каждую возможность проверить свои навыки и улучшить их спортсмены цепляются с радостью. Совместные спарринги это очень хорошо развивает в плане того, что в одном зале все вместе тренируются и каждый друг друга знает, что он делает, как он делает и так далее. Поэтому работать легко, уже все предсказуемо. А здесь вот очень хороший бойцовский клуб «Эрзи». Здесь каждый четверг проходят спарринги. Мы сегодня сюда приехали, почти нас 15 человек поехало с нашего клуба. И обмен опыта, тренерского состава. Сами ребята работают, что-то новое учат у других ребят и так далее и тому подобное. И еще это немаловажно, ребята друг друга знакомятся, дружеские отношения складываются. Особенно если ребята уезжают за пределами республики. Получается так, что с нашего клуба, с клуба «Эрзи», ну, со своей республики сборная команда выезжает. И каждый друг друга знает, друг друга поддерживает на выездах. И вот это вот дружеское отношение очень хорошо слаживается, складывается. Взаимоуважения если не будет, то в жизни ничего не будет. Каждый человек должен своего товарища, друга, товарища по клубу, товарища по ММА, вот, должен уважать его. Естественно, каждый человек на спаррингах практически выкладывается, там, ну не 100%, ну 70-80%. Но тем не менее после спарринга пожимает руки, отношения дружеские, общаются, друг к другу ездят там. Хотел выразить благодарность руководителю клуба, бывшему президенту Федерации ММА Машхоеву Мухаммаду, за руководителя клуба «Эрзи», бойцовского клуба, за все те условия, которые он делает для ребят. Это не только развитие спорта, это коллектив, дружеский коллектив, братья, товарищи, которые после спорта, после завершения карьеры остаются друзьями, товарищами. В спорте всегда складывается такой характер, стержень, целеустремленность, ну и так далее. Вот, во всех аспектах человек развивается. И здесь оттачивается такой дружеский коллектив. Лишние уходят, остаются вот настоящие друзья, товарищи, которые в дальнейшем уже после спорта остаются и поддерживают отношения. Поэтому хотел бы тоже ему выразить огромную благодарность за все то, что он делает. Наравне с профессиональными спортсменами здесь тренируются и ребята, выступающие на любительском уровне. Для них это хорошая возможность проверить свои навыки и получить бесценный опыт, считают тренеры. Ну, у нас сегодня очень много способных ребят, которые в дальнейшем, я думаю, покажут хороший результат. У нас каждый четверг в нашем зале бывает день спаррингов. Из нашей республики, со всех залов приходят ребята для того, чтобы привести совместные спарринги. И эти спарринги очень важны
для наших спортсменов, так как они получают огромный опыт в этих спаррингах. Поэтому мы неделю один раз проводим вот такие вот спарринги. Абукар Местоев, Алик Албагачиев, Ахматхан Аздоев и Ахматхан Боков. Каждый из этих спортсменов на спаррингах выкладывается на полную. Кто-то готовится к предстоящим стартам, другие просто поддерживают себя в форме на случай, если вдруг наметится бой. Тренировки проходят довольно успешно. В этом зале мы собираемся каждый четверг, спаррингуемся, со всей республики ребята приезжают, обмениваемся опытом. Спарринги – это неотъемлемая часть любого вида спорта, боевого вида спорта. И вот на данный момент мы всей республики собираемся именно в этом зале, в зале РЗ. Со всех клубов сюда подтягиваемся, как и новички, так и профессиональные бойцы. Это большой обмен опыта, как и для новичков, так и для нас. Также к очередному профессиональному поединку готовится и Муса Хамхоев. Совсем недавно наш боец принял участие в любительском турнире по смешанным боевым единоборствам, где провел 3 поединка и стал победителем соревнований. Впереди очередной вызов, а значит, готовиться нужно вдвойне усерднее. Я участвовал в последнем турнире в Москве недавно, неделю назад. Там проходились бои, 3 боя у меня были. А потом, все успешно проходили 3 боя. Так, я еще готовлюсь до 18 апреля в Нижнем Новгороде. Там проводится турнир, я не Иглс Беркут. Там у меня тренера отличные, так все. Муса, расскажи про свое состояние, в какой форме ты сегодня находишься, нужно ли тебе гонять вес и как ты вообще проводишь свои тренировки? Вес у меня, я должен гонять 6-7 килограмм, легкий вес я гонять и так, состояние отлично, все хорошо, а выносливость, нет проблем. Муса, известен ли твой соперник, что ты можешь о нем сказать и вообще, насколько ты готов к этому поединку? Соперник у меня Артур Соловьев с Москвы, он ударный, смешанный, как смешно работает. Соперник опытный, топовый боец. Ринг покажет. То есть ты готов, да, сам? Конечно. Важной составляющей успеха в ММА, как и в любом другом виде спорта, является функциональное состояние спортсмена. Если есть выносливость в паре с мастерством, то гарантия успешного выступления уже обеспечена. Поэтому неудивительно, что такое большое внимание на спаррингах уделяется детальному изучению своего кардио. Не сбавляя темпа, бойцы постоянно прессингуют друг друга, размениваясь ударами. Практически ни одного метра свободного пространства. Клуб полностью заполнен. В клетке несколько пар бойцов, по всему периметру зала также все занято. Пока не прозвучит сигнал об остановке, спарринги будут продолжаться.
В отличие от обычных тренировок, где спортсмены просто отрабатывают приемы, не применяя силы, здесь бойцы вкладываются в каждый удар. Защитная экипировка в таком случае неотъемлемая часть тренировочного процесса. После заключительного раунда главный тренер дает команду: тренировка завершена. Следующая встреча на этом же месте ровно через неделю.